Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Юрист, предоставленный правительством Северной Осетии, начал принимать вкладчиков Дигбанка. Адвокат помогает людям составить исковые заявления в суд. Подробности в материале Раиды Зантьевой. Юбилей остинского драматурга. В прошедшие выходные республика отметила 155 лет со дня рождения Коста Хитагурова. В родовом селе Нинар прошли массовые гуляния. Во Владикавказе проходит фестиваль документального кино. Там можно не только посмотреть неигровые фильмы, но и пообщаться с авторами картин и режиссерами. Эти и другие темы далее подробно. Во Владикавказе вкладчики Дигбанка собрались у здания филиала Банка развития региона. Люди требуют скорее вернуть им сбережения. С каждым днем их вклады обесцениваются из-за скачков валютного курса. Напомним, что Центральный банк России отозвал лицензию Дигбанка. Вклады почти 2000 человек не были официально зарегистрированы в обанкротившемся предприятии. Я говорю, вы для чего это? Я, говорю, принимаю документы, помогаю, говорю, меня попросили. Хорошо, ладно, я говорю, а кто будет исковое заявление составлять? Я, говорю, буду составлять. Ну дайте мне мое исковое заявление. Нет, я, говорю, должен все принять. И потом, говорит, я буду составлять. Сегодня вкладчиков принял юрист, которого предоставили в правительстве республики. Именно он будет представлять интересы людей в суде. Адвокат Аслан Сусранов рассказал, что каждый день он будет принимать по 50 вкладчиков, чтобы помочь им составить исковые заявления. Затем первые 20 дел отправятся на рассмотрение в суд. Если документы пройдут проверку, следом отправят заявления остальных вкладчиков. Раида Зантьева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. В родовое селение Коста Хитагурова приехали сотни людей. Сегодня республика отмечает 155 лет со дня рождения великого поэта. Здесь в Наре развернулись настоящие массовые гуляния. Непривычная для осени хорошая погода особенно украсила праздник. В праздновании юбилея Коста принял участие глава Северной Осетии Теймурас Мамсуров. Первым делом он отправился в Горную Саклю. Именно здесь почти 100 лет назад жил и творил народный поэт. Дом Коста Хитагурова уже много лет существует как музей. Здесь все сохранили в первозданном виде. Кругом картины, которые писал Коста, и стол, где из-под его пера рождались шедевры остинской драматургии. Тут же первые издания книг и оригиналы фотографий. Эти экспонаты возвращают посетителя музея в эпоху поэта. Сегодня мы с моим старшим товарищем Леонидом Харитоновичем будем вместе с людьми снова и снова полоскаться в этом чистом роднике, который называется неиссякаемый родник творчества Коста. Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная отечество мое. В Осетии вряд ли найдется человек, который не знает этих строк. Коста Хитагуров всю жизнь посвятил служению народу. И спустя 155 лет благодарные потомки не забывают о поэте. Сегодня для них в селе Нинар организовали праздничный концерт. Живописный Нар, родина поэта, во все времена вдохновлял молодых художников. Сегодня сюда приехали студенты Владикавказского художественного училища, чтобы перенести на холсты горные пейзажи. На своем рисунке я хочу сохранить праздник, малую родину Коста, горы, простор, что люди приезжают и почтят этот праздник. В праздновании дня рождения Коста приняли участие многочисленные творческие коллективы Осетии, представители 5 северокавказских республик, гости из Абхазии и даже Ирана. Среди почетных гостей народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Отголоски праздника эхо разносило по всему ущелью. Все дышало осетинской культурой. Елена Черенкова, Тинатин Музашвили, Ацамаз Кочев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Итоги второго дня республиканского фестиваля науки подвели в Горно-металлургическом институте. Молодые ученые приняли участие в научной конференции и представили свои IT-проекты на конкурсе Do IT. Некоторые разработки более чем удивили организаторов.
Были очень мощные, сильные проекты. Это проект, который программа, которая осуществляет поиск по социальным сетям информации непосредственно, которую сам владелец аккаунта ввел. Это очень удобно, потому что не всегда можно найти те записи, которые были оставлены год назад, 1,5 года назад. Мне кажется, это прорывная разработка, это действительно что-то инновационное. В числе членов жюри и гости из соседних республик. Эксперты в сфере IT по достоинству оценили работы конкурсантов. Я ожидал проекта немного другого уровня и, надо сказать, очень приятно удивлен, когда ребята вышли и начали презентовать все проекты намного лучше, чем взрослые люди, которым мы видим проекты у нас там в Дагестане или в других местах. Мы работаем с Фондом развития интернет-инициатив и просмотрим достаточно много проектов, и уровень этих проектов не уступает тем, что мы видим каждый день, и это очень радует. Фестиваль продлится до 12 октября. Впереди у студентов и ученых экскурсия по лабораториям пивоваренного дома «Бавария», кинопоказ научно-популярного фильма, а также выставка тематической литературы из архива Национальной научной библиотеки. Яна Гагиева, Ангела Кубалова, Мурат Гадиев, Осетия ТВ. Я смотрю на этот дом, а когда-то здесь звучало фортепиано, мой брат играл, был музыкантом. Здесь нет наигранности и фальши, непростые судьбы и глубокие чувства самых разных людей в лучших работах российских документалистов. В каждой картине частичка души автора. Галина Леонтьева с фильмом «Было у отца 3 сына», Евгений Головня «Там у ханты», Алексей Малечкин с картиной «Абхазия. Красная книга детства». Режиссеры рассказывают невыдуманные истории и общаются со зрителями, глядя в глаза. О том, что время не лечит и боль оставляет в сердцах неизлечимые раны, картина Вадима Цаликова «Беслан. Память». Те глаза, которые у них были тогда, они по прошествии 10 лет остались такими же. Вот у них есть эта печаль, у них есть эта боль этого теракта. И, наверное, главное, для чего я снимал этот фильм, для того, чтобы мы действительно помнили о том, что произошло. Потому что я считаю, что для нашего народа это величайшая трагедия. Мы должны это осознавать. Мы должны делать все, чтобы наше подрастающее поколение знали об этом и помнили об этом. Эти фильмы вызывают самые искренние эмоции после просмотра каждого, обсуждения и дискуссий со зрителями. Тоска по родному городу, который остался только на страницах прошлого, показана в фильме «Абхазия. Красная книга детства». Непростые судьбы людей соединяются в один узел. Их объединяет одна общая беда. Война забирает все самое дорогое, оставляя боль и слезы. Но в сердцах жива непобедимая вера в светлое будущее. Прежде всего, посыл всегда должен быть, на мой взгляд, позитивный, что страна должна возрождаться, и она уже возрождается, что молодежь должна жить в счастье, должна быть счастливой прежде всего и стремиться желать своей стране процветания, потому что все есть для этого сейчас. Время, слава богу, мирное. Фестиваль продлится до 15 октября. Каждый желающий сможет насладиться документальным кино и беспрепятственно пообщаться с режиссерами. Тинатин Музашвили, Алан Гасанов, Осетия ТВ. 2 раза по 3-0. Именно так завершился первый тур чемпионата России по волейболу в зоне Юг. Владикавказский Ирыстон оказался сильнее ростовской команды «Ростов-Волей». Столь убедительного старта могло и не быть вовсе. Лишь в последний момент Остинский клуб заявился для участия в первенстве. Проблемы с финансированием преследовали команду все межсезонье. Игроки и тренеры готовились к худшему, но усилиями президента волейбольного клуба Заура Бадова финансирование было найдено. Та ситуация непонятная, которая вокруг команды была, мы не знали, будем мы играть в чемпионате, не будем. Конечно, это не выиграло игроков, плохо действовало на нас. Ребята хотят играть, они хотят выступать. Конечно же, все упирается, это финансовые вопросы, это, конечно, уже это руководство клуба должно решать, это руководство республики нам помогать должно. Если заинтересованы, чтобы в нашей республике республиканская команда была в нормальном состоянии, я думаю, руководство республики нам должно помогать. Даже в условиях неполноценной подготовки к сезону волейболисты Ирыстона показали хороший настрой и одержали уверенную победу. Созданный в 1992 году клуб продолжает свою историю.
Артем Авалева, Тимур Мазаев, Ацамаз Шипшев. Осетия ТВ.